Все, поехали. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, дорогие друзья. А вот и мы, как говорится, В подоспели. эфире. Мы в эфире. Ура, мы в эфире. Нам это очень приятно. Я не знаю, как вам, зрители, но нам очень-очень приятно. Ну вот так, немного задержались мы, довольно-таки даже немного, а много. Случились такие неприятные события. Немножко я снова поломался, как говорится. Всегда что-то именно ломается у меня. Как говорится, 3 года сам себе без врачей, без ничего ставил диагноз, лечил желудок. И доперло меня до такой степени, что я еле выкрутился. Вот так. Сделали операцию, но это только первый этап. Второй этап – это надо снять воспаление. И третий этап будет повторная операция. Вот у меня какая проблема. И в связи с этим, то, что и болею, и там никаких, нет настроения сниматься, какие там съемки уже. И Маша тоже, как пчелка, как муравей, я не знаю еще, чем ассоциировать это, вокруг меня бегала, ухаживала за мной и до сих пор так делает. И со съемками пока повременим. Но пришли гостинцы от старых друзей наших с Воронежской области и с Ульяновской области. И решили все-таки вечер уделить такой, собрав все силы, поднялся с постели, рубашку даже одел, вообще-то почти живу без рубашки, на голое тело и живу. Там у меня сбоку трубка торчит. Вот. И решили все-таки с Машей поснимать наши гостинцы ради уважения к нашим друзьям. Показать, какие у нас хорошие друзья. Вот так. Ну а теперь приступим к нашей распаковке посылки. Вот это с Ульяновской области от Алексея Породькина. У Алексея есть тоже канал свой, Inva Travel называется. Он собрат по несчастью и снимает тоже свои ролики про свою жизнь. Кому интересно будет, посмотрите, в описании я оставлю ссылку на канал. Вот такой бандерольчик. Сейчас посмотрим. Маша распакует и покажет. Самое всегда, Маша, да, неудобно это распаковывать. 100 раз там заклеено это все. Режешь, боишься там что-то разрезать еще. Сейчас распакуем немножко и покажем. Пакет такой Почты России. Ого, что-то есть. Такой гостиниц. О, моя любимая бейсболка, как говорится. Вот. Серега на рассветы. Ничего себе. Ну-ка давай сразу надеваем. Леха от души уважил. Правда, похудел немножко, да? А нет, ты поправь там сзади размерчик. Похудел, но... Нет, ты сними и так немножко укороти. О, уважил. Я в бейсболке, как говорится, я больной на эту тему. У меня всякие есть бейсболки. Синие, красные, белые. И с длинным козырьком таким, огромным длинным козырьком. А тут фирменная такая. Нет, нормально. Да. Нормально так. Серегин рассветы. Прям вот в этой бейсболке и Леха буду проводить это видео полностью. Настолько сил у меня хватит, конечно, разговаривать. Собираю последние силы, чтобы на выдохе прозвучало. Сейчас немножко прочитаю, может не секрет, может и секрет, но вот тут еще записка такая. Вот. О!
И вот еще сам Алексей выслал магнитик. Поближе, может, Маша, покажешь? Прямо на камеру. Поближе к камере. Прям подойди, так. Так, покажи на камеру. Такой магнитик. Достойное место. Поближе. О, Алексей. Вот так. На холодильник. Сразу тоже повесим. У меня там очень много уже магнитиков с разных городов и с разных государств даже. Присылали тоже знакомые, подписчики. Вот. Так. Привет, Серега. Дружище, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть задуманное сбывается, хорошее умножается, плохое уходит, а счастье длится на всю твою семью. Желаю не останавливаться на достигнутом. Вперед при любых обстоятельствах. Покорять вершины и новые горизонты. Любить жизнь и быть ее хозяином. Вот. С этим письмом, вот пишет Алексей, вернулся в детство. Как же приятно писать от руки. Ну, действительно, мы забыли, что такое письма, теплые письма. У меня, конечно же, эта посылка заранее пришла, чуть-чуть пораньше. День рождения у меня 23 декабря будет. Но от души, Алексей, спасибо за такое уважение. Клевая кепка, да? Вообще замечательно, спасибо. Спасибо и на добром слове тоже большое-большое спасибо. Вот. Ну, теперь приступаем к посылке с Воронежской области. Эту посылку прислали тоже Алексей Щербинов и его бабушка Мария Алексеевна и мама Елена Алексеевна. И заранее скажу уже спасибо, но что там сейчас тоже мы распакуем, посмотрим. Главное верх и дно не перепутать, да? Чтобы тоже ничего не сломалось. А вон, наверное, сверху это здесь отрежь прямо, да, еще. Не жалеешь, что ты там, чтобы... Прямо вот отрежь. Раньше очень много посылок приходило из-за границы, но в связи с последними событиями там это дело прекратили. Так, потихоньку добираемся, друзья, до наших гостинцев. Коробочка такая, и посмотрим. Южные гостинцы, как говорится. Воронежская область — это уже юг нашей России, южный регион, Полтава считается. Ну, как всегда, юг дарит нам мед. Может, там написано, какой мед? Ух ты! Ну, это разные сорта меда. Видите, какие-то? Один темный, другой светлый. Этот более-менее такой. Может быть, даже написано или не написано там какие сорта. О, сколько меда! Ну, вот знаете, друзья, каждый год нам присылает Алексей. Лично мне надо на подарок. Да, вот лично Маша настройка такая. И типа орешек Монпасье, да? Это фасоль, да. А фасоль? Это фасоль. Семечки же. Фасоль, ну посмотрим. Ничего там не написано, что там.
Ничего нету. Больше Нету ничего ничего, нету. Но, как говорится, аннотации нету в посылке. Будем сами догадываться. Сейчас потихоньку откроем. Здесь Может ничего там не что-то. написано. Не. Ну вот обычно темный мед, он или гречишный, или каштановый. Или гречишный, скорее всего гречишный. А вот это не уже. Не, это же да? домашний мед, Да, это просто. да. Так, это скорее всего гречишный темный. В прошлый раз это цветочный мед был такой светленький. Вот. Попытаемся угадать. Может быть липовый. Не, липовый он белый такой. Это может быть какой-нибудь цветочный или вот донник. Вот это скорее всего может на донник похож. О, столько меда. Но у нас родни очень много, и это все мы благополучно раздадим на такие моменты. У нас такое, вот на севере мы привыкли, знаете, вот, лечиться этим медом. Простуда, там еще что-то. Обязательно мед с чаем. Прикуску, как конфетка. И настоечка домашняя. Маше, кстати, каждый год отправляют, и каждый год очень нравится. На ночь. На ночь очень. На ночь, да? Я всегда на ночь. А я тогда уже лежу и не знаю, что там На Маша ночь? настойку употребляет. Это как лекарство. Очень хорошее На лекарство. сон грядущий. На Да? сон, да. Вот ты, меня ты укладываешь, а сама к настойке. Да, 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 да. Шучу, конечно. Так, а это тоже посмотрим, что ли? Это фасоль. Откуда ты знаешь? Семена, что ли? Вроде как фасоль. Мне Ёрышки. просто ничего не сказали, ну попробуем давай. Юрышки. Это же, это что-то кушать надо. Попробуй, конфеты, наверное. Мгм. Ну попробуй. Это фасоль, да. Маша, ты можешь попробовать? Мгм. Это Если нужно. фасоль. Вроде как на фасоль похоже. Или на орешки, Мики. Ну фасоль так фасоль. Ну-ка попробуй один. Это семена типа, да? Можно семена или кушать? Фасоль, да. Фасоль. Но это отваривать для супа или это, наверное, не семена, да? ведь? Домашняя фасоль. То есть со своего огорода. Вот так. Как все приятно. Да, Маша? Да. Ну, естественно, говорим, друзья, что одному Алексею, что второму, Алексею Породькину и Алексею Сербинову или Приходько. Большое-большое спасибо. От души за такие гостинцы. Клевая кепка, такая стильная даже, мне понравилась очень. И цвет черный, и написано таким цветом, как на моем родном канале. Серебряного цвета, да? Мгм. И эта бейсболка летом будет, надеюсь, летом все будет в порядке, выздоровею и буду еще ездить по деревне, щеголять в этой кепке. Ну а мед и настойка пойдут в дело обязательно. Большое спасибо. от души. Огромное спасибо за мед. Ну, на этом наш ролик, так сказать, даже я и монтировать этот ролик не буду. Вот включили и выключили. Потому что очень трудно. Я сейчас собираюсь всеми силами, чтобы закончить этот ролик. Тяжело разговаривать, но как-нибудь постараюсь. Закончим этот ролик. Ну, не обещаем, вот, что вот как было систематически 2 раза в неделю у нас будут видео. Как получится, постараемся, конечно, заснять там и природу, и все такое. Но вы поймите тоже, Маша сейчас действительно на разрыв. Ну, не может она и там, и на работе, и дома, и ночью возле меня, и еще и в больнице тоже. Сколько дней? 4 дня было со мной. А потом Катерина там, с Катериной. Мгм. Вот. Вот такие дела. Всем подписчикам привет.
Надеюсь, все у нас устаканится, и мы будем дальше снимать. Надеемся, к лету уже поправимся. Третий этап пройдем, вторую операцию и поправимся. Вот. Привет еще подписчице Светлане Сежвы, которая навещала нас и с Машей, как-то удачно попала в палату, медработником работает в Вежвинской больнице. Привет, мы дома. Маша-то раньше уехала, вы знаете, а вот я припозднился чуток еще и тоже вот дома. Ну, слава богу, живой. Пока температуру-то и швы не зажиты, но самое главное живой. Вот. А там дело поправимое, думаю, и мед, и настойка помогут. Да, мед очень полезен. Угу. Днем и вечером, в обед, с утра, в обед и вечером, перед сном. Я люблю этот черный мед очень. Темный мед очень люблю. Если гречишный, вообще люблю. Каштановый не очень, но вот гречишный прямо обожаю. Угу. Все, всем пока, друзья. До новых добрых рассветов. Встречайте рассветы, и пускай они всегда будут добрые и хорошие. Ну что, пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Надеюсь, уже скоро. Вот так. Будем поправляться и будем исправляться. Исправлять ситуацию с видео на нашем канале. Всем пока. Пока-пока.